смысл мне давали, но как будто бы я сейчас буду говорить о другом. Но поскольку вы самые умные люди города, вы сейчас поймете, какая связь между путешествием, туризмом и тем, что я говорил. Я думаю, что вы очень легко поймете. Привет, пчелы. Салам Арла. Я так начинаю свою презентацию, и в больших аудиториях я обращаюсь к аудитории, что слегка некоторых шокирует, некоторые понимают, что я с ними здороваюсь. В общем-то, отвечают на мое приветствие. Привет. Да. А теперь почему орла? Почему вы орла? Почему вы пчелы? Поскольку 9 минут разговор не получится интерактивно, мне придется это за вас отвечать, да? Я не услышу самых ваших умных ответов, которые даже мне были бы очень-очень неожиданные и приятные. 9 минут. Я обычно минимум 90 минут говорю, а так я обычно говорю 360 минут. И это интересно для меня. И для тех, кто остается со мной. Но сегодня только 9 минут. Итак, я считаю, я очень обрадовался, когда мне нашли этот слайд, что если с лица Земли исчезнут пчелы, человечество просуществует 4 года. Я этому верю, потому что я ребенком очень часто бывал на природе, и я знаю, кто такие орла, чем они, и знаю их какую-то вот роль в экосистеме, да, и очень-очень верю этому. Это очень удивительный факт. Очень удивительный факт. Обратите внимание на это. Обратите внимание, а дальше попробуйте всю остальную информацию соединять именно с этим фактом. Так вот, есть две похожие биологические существа на Земле, которые очень похожи внешне своим жужжанием, размером, внешним видом. Муха и пчела. Пчела – это от английского слова giver, give, да, дает. Больше создает, чем потребляет. И они обычно опыляют к тому же в местах благоуханных. То есть, если кто-то рай описывает, неважно какая религия, да, то картинка, которую они описывают, рисуют на бумажках, показывают видео или рассказывают, обычно напоминает именно те места, которые выбирают пчелы. И они летят туда, где красиво и благоухает, где чистые воды, чистые поля, где мало мусора, где естественные красоты и блага сконцентрированы в таком чудесном количестве, что каждый человек на свете хотел бы там побывать и, наслаждаясь, передает в своих картинках именно этот образ. Ну, а мухи мы знаем, да, они не любят эти красоты, они обычно забиваются в места темные, вонючие, маленькие, такие забитые, они переносят заразу, и вот чем воняет больше, тем они вот там больше и собираются, да, размножаются. Чем грязнее, тем лучше для них. Вот муха и пчела, принципиальная разница. Принципиальная разница, и тогда в аудитории я обычно говорю, а вы знаете о том, что на самом деле мы все делимся на мух и пчел. Кто-то старается жить как пчела, а кто-то старается жить как муха. И начиная со школьных лет, мы на самом деле начинаем различать друг друга. И если уже обозначать кодовым словом, то можно говорить, слушай, вот он будущая муха, или вот он муха, а это пчелка, а даже... На самом деле, не я придумал, я сейчас вспомнил, мы же так и говорим. Мы с детства говорим, он трудится как пчела, он учится как пчелка. Мы это часто говорим. И мы, оказывается, это я сейчас вдруг вспомнил, мы, оказывается, в жизни действительно делим друг друга. Чаще всего муха никого не обзываем, но пчелкой мы кого-то называем. Слушайте, вот он как пчелка, да? Вот он как пчела. А еще, держим в уме, муха и пчела. Чем отличается человек от всего остального животного мира? Все-таки я соблазнюсь и спрошу. Homo sapiens. Человек разумный. Точнее. У нас есть разум. А чем он разумнее дельфина? Ну, мы можем обрабатывать информацию. Язык. А дельфин не обрабатывает информацию, помните, ультразвуки и так далее. Точнее. Сознательно. Так, стоп. У нас времени нет, да? 9 минут. Я же говорю, разговор не получится. Innovation. Человек применяет инновации, а животный мир не применяет инновации, не делает инновации, не создает инновации. Вот эти моменты отличаются. Среди животного мира
ученые доказывают, что есть очень много, может быть, даже более разумных, чем человек, существ, но они не создают инновации. А человек создает инновации. Да, помните? Начиная с камня, топор там и так далее, и так далее. А сегодня Тесла там, энергозамещение и тому подобное. Так вот, человек отличается тем, что он является частью экосистемы, я думаю, никто не поспорит со мной, да? Но отличается он все-таки тем, что инновации, innovation, вот это вот слово, вот... Спасибо. Я не очень хорошо узнаю, но спасибо. Innovation. Вот если... Я вообще сегодня хочу вам подарить 3 мантры, которые, если вы с утра будете для себя произносить или просыпаясь, вспоминать 3 вещи всего лишь, да? Мы сейчас к ним придем, и я потом перечислю. Но я могу сразу назвать. Нет, не буду назвать. Окей, innovation запоминайте. Это один из 3. Innovation. Второе. Очень часто среди нас все, что я буду говорить, это вопросы, мое представление, топовые, дискуссионные, особенно вот в этот период. Есть дискуссионные вопросы, которые были 2 года назад. Будут другие вопросы, может быть, через год, может быть, даже через всего лишь полгода. Но сегодня есть несколько дискуссионных важных вопросов, на которые я пытаюсь обратить ваше внимание. Есть очень много конспирологических теорий. Кто правит миром? Кто правит миром? Бог или масон? Хорошо. Вот я бы, вот видите, я как раз попал в точку, да? Еще кто? Да. На самом деле ничего конспирологического нет. Во всех газетах откровенно пишут, рассказывают, объясняют. Вот как детям азбуку объясняют, точно так же каждый день объясняют. Миром правит J7. Миром правит J7. Это открытая информация. Англоязычные не испытывают никаких комплексов, хотя там тоже конспирологических теорий почему-то много, но в русскоязычной среде этих конспирологических теорий намного больше. Во всех странах, на всех языках, кто не вошел вот сюда, конспирологические теории правят мозгами. А на самом деле миром открыто правит J7. Это объединение стран, 7 ведущих стран мира, которые собираются и определяют, как мы будем жить дальше. Как они будут жить, так весь остальной мир вслед за ними и будет жить. По крайней мере, в этом столетии это однозначно. И это надо знать, просто знать, как 2 × 2 равняется 4. Вот, например, вы же не потребуете от меня доказательства, что 2 × 2 = 4. На самом деле, вам это не надо, а я и доказать не смогу, да? Вы просто этому верите, что 2 × 2 = 4. Так вот, поверьте мне, что миром правит J7, и не парьтесь, да, когда вам забивают голову конспирологическими теориями. А в J7 кто входит? Посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно эти страны и дальше. Первое, я говорил, innovation. Второе, если хотите, да, кстати, вернемся к innovation. Что такое innovation? Что-то новое приносить. Изобретение, внедрение, что-то... Миллион определений. Но мне нравится больше всего то, что произнесла экономист из Швейцарии год назад в Давосе. Она сказала, innovation – это способность предвидеть потребность будущего и само будущее. Слышите? В отличие от животного мира, человек предвидит потребность будущего и само будущего. И я чуть-чуть добавлю от себя и ответить на этот вызов, как отвечал Стив Джобс, как отвечал Билл Гейтс, как отвечает сейчас Элон Маск. Потребность будущего, само будущее, и найти, и ответить на вызов этого будущего. Вот это innovation. Вот я вам произнес 3 мантры. Первое innovation, 2 мантры. Первое innovation. Второе, если вы будете держать в уме вот это J7, идею об этой J7, то вы будете точно знать, какая информация вам поможет понимать innovation. И все, вы не пропадете. Неважно, профессор вы, бизнесмен или общественный деятель, политик. Если вы не заблудитесь, понимаете? Потому что все остальные, кто нас путается под ногами, и кто нас тянет назад, кто нас толкает на насилие, кто в темноту, в архаику нас сталкивает, это потому что они не знают, что такое innovation, не знают, что такое J7, и тогда их мозгами правят темные силы.
освободите, вычистите и просто помните, что такое innovation для себя. Хотите, находите новые определения, вы просто думайте над этим, что такое innovation. Продолжайте думать. Давайте в следующий раз вы мне подарите еще более красивое определение innovation. Но J7 это факт. Следите за информацией в мире, и вы поймете, что это факт, и просто помните. И когда вы знаете, что такое J7, вы знаете, какой информации придавать значение. И она будет вашей путеводной звездой, как компас. Это третья мантра. Ах, черт, рано показал. 3 дня назад всего лишь, 4 дня назад было объявлено то, что будет являться одно слово, которое будет являться определяющим для всего, что будет происходить на Земле. Где, кто и какое слово? Хорошо, какое слово? Не успели прочитать. Хорошо. Запомните, теперь вы это слово будете слышать ежедневно, все чаще и чаще. И именно это слово, вы все, что за этим словом стоит, слышите уже как минимум последние 10-20 лет, но особенно активно все, что на Земле происходит, связанное с этим словом, вы слышите последние лет 10, но теперь вы будете знать одно слово, которое будет чаще и чаще писаться, произноситься, и весь мир будет поворачиваться в сторону этого слова, как способ выживания человечества. И вот первая мантра это innovation, вторая мантра J7, и третья мантра decarbonization. Они договорились, что до конца этого века вот эти страны полностью перейдут на decarbonization. Что такое decarbonization? Это жизнь, экономика, построенная на полном исключении природных ресурсов угля, нефти и газа. Еще раз, вот эти страны договорились, что до конца этого столетия, то есть сейчас 2015 год, это значит, они поставили цель 2100, эти страны перейдут полностью на экономики, освободившиеся от необходимости природных ресурсов. То есть decarbonization это освободиться от использования природного угля, природной нефти и природного газа. Это самое революционное событие, которое начинает происходить после того, как изобрели интернет. То есть все, что сегодня происходит с нами, это именно вследствие того, что появился интернет. Но после этого, на мой взгляд, и ученые тоже все сходятся во мнении сейчас, это будет связано с декарбонизацией. Поэтому, если вы запомните 3 мантры, innovation, J7 и decarbonization, вы знаете, куда двигаться, и вы обречены на успех. Неважно, чем вы занимаетесь. Так, дополнительная аргументация. Основной показатель цивилизации. Ступор, да? Самые умные люди города, я вас назвал. Орла! Окей, хорошо. Допустим, вы инопланетяне, приближаетесь к Земле на своем космическом корабле. И вы издалека видите Землю. Она выглядит вот так. Это вид с космоса. Это фотография с космоса. Она выглядит вот так вот. И, в общем-то, издалека, особенно в темноте, именно вот таким вот образом. Жаль, что свет мешает, но вы узнаете, да? Это Южная Америка, Северная Америка и Евразия. И даже вы видите, вы даже начинаете узнавать страны. Вы даже узнаете эти страны, да? Потому что электричество это основной показатель цивилизации. В аудиториях нет, находятся люди, которые называют именно электричество основной показателем цивилизации. Потому что показателем цивилизации это называли независимо от идеологических различий. Ну, понятно, что западный мир это называл, а даже Ленин это называл. Поэтому независимо от идеологических различий, с этим соглашаются все. Но самое интересное, что мы видим страны, да, и я не буду возвращаться к J7, вы увидите, что вот здесь вот вы видите именно J7. И тогда возвращаемся к представлению о пчелах. Это места, где мухи роются, или это места, где пчелы роются? Ну просто так, да?
Вот возвращаемся к мысли пчелы, J7 и Innovation. Все время держите в уме пчелы, Innovation и J7. Вид развития с неба. Если это есть интернет-сайт Flight Radar, на который вы нажимаете и видите вот в эту минуту, в эту секунду, где какой самолет находится, где какой самолет летит. Шикарная картинка, очень полезная. Самолет сам по себе напоминает пчелу, а люди, которые внутри самолета, ну явно не мухи, да? Вы же понимаете, что для того, чтобы сесть в самолет и лететь куда-то за своей удачей, то это надо быть пчелой, это надо потрудиться, заработать как минимум на авиабилет, а еще и иметь какую-то цель, зачем ты туда летишь, да? Что ты оттуда берешь. И тогда я эти самолеты сами по себе представляю как пчелы. Людей, которые внутри сидят, я представляю как пчелы. И именно эти пчелы, которые с помощью товаров, знаний, опыта, бизнеса или общественных культурных отношений, знаний, они как раз таки опыляют землю. Это и есть цивилизационные опылители Земли, как экосистемы. Главные носители опыления на Земле – это люди, которые являются как пчелы опылителями своих инновационных возможностей. Если пчела только природные возможности опыляет, то человек опыляет уже созданные человеком инновационные возможности. Вот посмотрите, очень хорошо видно. Вы без меня включите в любой момент Flight Radar, и вы увидите, где какие земли напоминают то, где роется пчела, и куда эти пчелы летят, а люди, как пчелы внутри этих пчел, куда и зачем они летят. Очень хорошо видно это вот на Корейском полуострове. Вы понимаете, да, что это? И понимаете, что это? Да, и просто продолжайте думать, почему, да? Почему и как, да? С одной стороны, я говорю о том, о вашей путеводной к успеху, что, с чем, где, для чего, вы пчела или муха, а с другой стороны, почему, это тоже вопрос очень полезный, на всякий случай. Ну, об этом мы уже говорили с вами. На всякий случай. Ну, это опять размышление насчет пчел. Откуда они родом? Ну, даже, наверное, неправильно верим. Мы должны убрать вот это вот слово «родом». Оно некорректное здесь. Мы говорим, где ученые, где возникает, не возникает, давай мы подумаем над формулировкой, где ученый реализует себя, что потом его ценит весь мир. Потому что родится Стив Джобс, например, биологический отец его был сириец, да? Но воспитали его американцы. Или Элон Маск, он родом из Южной Африки, но стал он Элоном Маском для Земли уже когда переехал за своей мечтой и трудится как пчелка в Калифорнии и так далее, да? Тот же Гуриев уехал сейчас во Францию, или Дуров создал ВКонтакте и сбежал туда поближе к Америке, или кто еще там, ну, русский, который совладелец Гугла. Сергей Бриль. Сергей Бриль, да? Который так жестко сказал, что Россия это Нигерия в снегу. Сори, если у кого-то идеологические предубеждения, но это сказал Сергей Бриль, да? Или Айн Рэнд, кто-нибудь знает Айн Рэнд? Вот там кто-то знает, да. Айн Рэнд это, ну ладно, я позволю себе сейчас сказать, кто такая Айн Рэнд. Разрешайте, да? Полминуты плюс. Самая тиражируемая книга в мире какая? Атлант расставит плечи. Как? Не, сори. Я извиняюсь, я вас увидел, вы знаете. Самая тиражируемая книга в мире это Библия. Ну, технологические новшества, покупательские способности и так далее, и так далее. Библия самая тиражируемая книга в мире. Конкурирующая с ней книга, оказывается, и это было для меня шоком, оказывается, книга Айн Рэнд. И к тому же, я это имя услышал всего лишь лет 6-7 назад,
И представляете, человек, который вырос до такого возраста, но дружил, конечно, с марксизмом-ленинизмом, и вдруг для меня там было время, когда мы считали, что капитал это пуп земли, истина мира, да? А оказывается, что есть человек, который конкурирует с Карлом Марксом, а мы его имени даже не знаем. И при этом все современные инноваторы, и политики, и бизнесмены, и экономисты, они сверяют свои знания, свой опыт с мыслями Айн Рэнд. Айн Рэнд это русская девочка, которую в младенчестве русская семья вывезла из России в 1924 году. Они переехали, Анна ее зовут, звали Анна. Айн Рэнд, они уехали в Америку, и в Америке она написала свои труды, которые сегодня являются лучшими романами о любви, в которой заложена философия, и экономика, и все, что вы хотите. Когда вы читаете «Атлант расправил плечи», то вы узнаете, что такое коррупция, что такое государство, что такое общественная организация, что такое халявщики, что такое бездарные НПОшники, или представители гражданского общества, как конструктивный двигатель демократии и так далее, и так далее. То есть это чудная книга про любовь, но в ней заложены основы свободной экономики и, в общем-то, серьезные философские размышления о демократии. Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи», например. Так вот, откуда родом ученые, которых ценит весь мир? Ну, можем просто-напросто посмотреть на статистику. Это статистика, это не мнение, это статистика. Так вот, согласно статистике, начиная с 1901 года, то есть 114 лет уже, по регионам, если посмотреть, здесь не страны, а регионы. Вот. Сколько отсюда, сколько отсюда, сколько отсюда, сколько отсюда. Здесь живет наибольшее количество землян, но всего 49 лауреатов. Это вы понимаете. И тогда, смотрите, и один континент, один континент и два материка. Но почему здесь столько, а здесь столько? Потому что кто-то мухи, а кто-то пчелы. А вопрос, наверное, скорее всего, будет об инновациях. То есть ответ, наверное, надо искать в слове инновации. И наибольшее количество вот в этом регионе. Ну и вопрос на размышление, на вечное размышление и для меня тоже. А почему? А как так? Но, тем не менее, самые близкие ответы, они кроются в понимании, что такое инновации. Или, например, какое образование, или какие образовательные учреждения, какие образовательные центры притягивают инвестиции со всего земного шара. Не просто являются, хорошее, это понятие абстрактное и очень относительное, да? Но я знаю один объективный, измеримый индикатор. Это туда притекают деньги, при этом со всего земного шара. Даже от идеологических соперников и противников. Даже во время войны. От противников туда притекают деньги. Знаете? Знаете? Не знаете? Ну, на самом деле вы знаете, просто не держите в голове так же, как я. Я тоже это все обрывочно знал всегда, но не держал в голове, потому что пропаганда давлеет. Вот мы что-то знаем фактически, каждый из вас это знает. Но пропаганда выдавливает, и как мнение, оно дает другую какую-то оценочное представление. Но если мы это оценочное представление отодвинем и взглянем на факт, то мы вот это знаем. Мы знаем о том, что вот в топ-10, например, много-много рейтингов и индексов существует. Ну, я взял просто один из самых популярных, The Times Higher Education World University Ranking, такой-то, такой-то. Почему мы берем такое? Потому что большинство в мире ученых, политиков, профессоров и так далее, они упоминают именно про эти рейтинги, они как бы соглашаются, да, признают. Это как Олимпийские игры. Ну хорошо, вот этот спортсмен может быть гениальнее, лучше и так далее, но я признаю, что чемпион Олимпийских игр на этот год он и есть лучший. Чемпионата мира, чемпион Олимпийских игр, да? Или рекорд мира, или рекорд Олимпийских игр. Ну мы все соглашаемся, это легитимно. Вот точно так же есть легитимные рейтинги и индексы, и с этим все соглашаются. И я беру вот этот вот список, о котором вы все знаете, я с детства это слышал. Даже в советское время, когда была холодная война, я слышал про California Institute of Technology, University of Oxford, Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, University of Cambridge, University of California, Berkeley, University of Chicago, Imperial College Лондон. Да? Здесь, по-моему,
2 UK и 8 US. Самое, кроме рейтинга, индекса рейтинга и так далее, да, есть одна вещь, очень хорошо измеримая. Если посмотреть, какие инвестиции они притянули, как много денег заплатили им, то получится, что именно в эти университеты со всего земного шара, независимо от религии, араб, кореец, китаец, русский, в общем, из землян все платят именно сюда. Именно сюда. Вот это и есть измеримый индикатор. Если вы не согласитесь с мнением экспертным, которое тоже легитимное, то деньги это измеримый индикатор. Вот куда платят, независимо от идеологических предубеждений, в своей стране какой-нибудь шейх может ругать, да, Запад, но сына своего шейха будущего, или уже там от роду шейха, он направит сюда и еще и заплатит за ним денежки приличные. Вот это и есть индикатор. Ну и как стать пчелой, где нектар, да? Как стать пчелой и где эта пчела найдет нектар. Эта картинка очень красивая, но сейчас ее не видно, я очень сожалею. Но в принципе примерно то же самое, что на предыдущих картинках. И тоже просто статистика. Это топ-500 университетов мира, и здесь видно, где они расположены. В каких частях света. Эти топ-500. Очень хорошая статистика. Жаль, что ее не видно, и даже я плохо вижу, поэтому я... Ну а что толку от того, что я буду сейчас читать? Да вы же понимаете примерно, да, уже? Хотите, подойдите, посмотрите, если интересно. Подойдите, посмотрите, если хотите. Ну, в общем, все понятно, да? Вот здесь вот в Латинской Америке всего 7, а в Канаде 22, а в США 150. Ну и здесь везде двузначные цифры. В каждой отдельно взятой европейской стране двузначная цифра. Самая крупная цифра где-то вот здесь вот вокруг Great Britain, я вижу, тут примерно сотня набирается. В остальных двузначные, ну и вот здесь вот однозначная цифра. Sorry. Ну а Чайна, смотрите, здесь оказывается аж 42 университета. Интересно. Япония 21. В Индии всего 1. Ну, а это уже кейс, не просто думать, а это конкретно. Мы делаем Japan Business Study Tour, сделали уже с Gia Jaschkerler ассоциацией один тур в прошлом году, один тур в этом году сами. Ездили туда в общей сложности около 30-40, больше 30, около 40 человек. И получают не просто впечатление, а получают бизнес-технологии. За свои достаточно разумные деньги, по разумной очень цене. К нам тут, кстати, конкурентоспособность этого продукта, его привлекательность, его инновационность и возможность впитать в себя инновации подтверждает то, что у нас было 3, кажется, да, человека из Казахстана. 2 или 3 человека из Казахстана, предприниматели, съездили с нами. И фишка, ну, главная понятная фишка, это экскурсия на завод Toyota. Все. Мой Твиттер, мой Фейсбук. Если вы дружите с этим. Если вы не дружите, значит вы пока не пчела. Потому что современная пчела в мире обязательно знает, что такое Твиттер и что такое Фейсбук. А я сейчас, можно мой телефон? Сейчас я просто забыл название. Тут появилась еще одна фишка, которой пользуются сейчас тинейджеры всего мира. Самая популярная вещь у тинейджеров мира. WhatsApp. Инстаграм уже Рамзан Кадыров пользуется. Это далеко уже не фишка. Если Рамзан Кадыров пользуется, это уже не фишка. WhatsApp европейский континент, а азиатский WeChat. Отстали вы, ребята? Snapchat. А? Snapchat. Сейчас, может быть, я что-то это слышится хорошо, но настолько новое, я уже там... Да вы пчела! Аплодируем ему. Snapchat – это новая фишка, которым пользуются тинейджеры всего земного шара. Знаете почему? Потому что на нем можно разместить очень короткое фото, видео, запись, да? После прочтения она сразу удаляется. То есть получатель открывает ее, просмотрел и второй раз даже посмотреть не успевает. Она удаляется. Гениально.
Да? Судя по тому, что очень личные вещи сейчас люди так не делят, вот думают, что Facebook это вот раз я в темноте сижу, значит меня никто не видит, да? А он отправляет в сеть и весь земной жар это видит, человек не разделяет этого. Вот если он на улице, допустим, в носу не поковыряется или штаны не снимет на улице, а в сетях он почему-то это начинает делать, да? Говорить пакости, там ковырять носу, снимать штаны и так далее. А потом это весь мир видит. Ну и вот Snapchat придумал такую вещь, что конфиденциальность сохраняется. Получатель посмотрел и все пропало. Поэтому еще раз аплодируем. У нас есть пчела. Я горд. Потому что я думал, вас вообще сейчас сражу. Нет, не получилось. Он мне не дал этот шанс. Спасибо вам. Пока.